Баха-фестиваль, да. Его убили в 93 году, в октябре месяце. Улица Микояна, где вот кладбище Кенцай, они сидели в помещении, их там 5 человек сидели, они там дастархан накрыли и пирожные, чай пили. Видимо, кого-то ждали. И в это время раздается звонок, там один телохранитель, русский парень вышел, его там нож воткнули, позже контролем в голову убили. И они заходят во двор, а у них такая комната, как расстрельная комната. Ни вправо, ни влево двери нету. И они эту комнату хорошо они с автомата расстреляли. Никто никуда не мог отпрыгнуть. И потом, вот, когда Баху-фестиваль убили, нам надо было раскрывать это убийство. Как раз в то время с России Путин начал гнать кавказцев, чеченцев. Они в России, там, в Ленинграде, Москве заполонили все рынки, они их держали вот эти. Контролировали чечены, да. И когда им начали запрет давить их, они все ломанулись в Казахстан, в частности в Алмата. У них была нелегальная сходка с этим, встреча с Бахой-фестивалем. С представителем Чечни встречаются они нелегально. Он им говорит: вы в город Алматы не войдете. Если даже войдете, будете порабощены. А это было громко сказано. Его могли они убрать. Вот эти нам нужны были близкие друзья, братья вот этого Бахи-фестиваля. Бахи-фестиваль, младший брат Бахтыбай. Мы до того его раздраконили, что он не мог остановиться, начал говорить. Вы, говорит, не раскроете. Почему? Вам не дадут раскрыть ваше руководство. И он, говорит, могли это сделать чечены с Москвы, когда Бахи-фестиваль. Он сказал, вы не войдете в город, если войдете, будете порабощены. Они могли его убрать.